Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Среди студентов ЕГСХ организована добровольная народная дружина. Руководством столичной полиции проводится работа с учащимися высших и средних учебных заведений по профилактике правонарушений. 24 сентября заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Якутска Владимир Михайлович Арбузов встретился со студентами ЕГСХ. В результате встречи было достигнуто соглашение об организации в Академии добровольной народной дружины. С начала текущего учебного года многие учебные заведения уже организовали работу дружинников и внештатных сотрудников полиции среди студентов. Молодые люди и девушки регулярно заступают на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками и оказывают им всестороннюю помощь. С одной стороны, правоохранительная деятельность дисциплинирует самих студентов, с другой стороны, помощь сотрудникам полиции никогда не бывает лишней. Мы надеемся, что сознательных граждан в Якутске с каждым днем будет все больше, и улицы нашего города будут все чище и безопаснее. По инициативе министра внутренних дел по Республике Саха-Якутия Владимира Николаевича Прокопенко для подростков, состоящих на учете в ПДН, открылись двери спортивных объектов МВД. Сотрудниками полиции на постоянной основе организованы секции, закреплены ответственные лица. Подучетники первого отдела полиции занимаются в спортивном зале СОБРа, второго отдела в спортивном комплексе «Динамо», третьего отдела в здании управления столичной полиции. Подучетников 4-го отдела взяли под свое крыло бойцы ОМОН. В минувшую среду между подростками и сотрудниками ОМОН состоялось первое ознакомительное мероприятие. Согласовали, значит, получается, с базой ОМОН заниматься с нашими подучетными лицами, более досуг, чтобы был спортивный в плане того, что занятия на самой территории ОМОН. Будут предоставлены специализированные, значит, в плане сотрудники по занятию, значит, единоборства, также и по занятиям в плане оружия. Ребята все заинтересованы, меняем жизнь в более позитивную и лучшую сторону. Да, ребят? Да. Слушайте. Так, здесь, значит, ребята, у нас боевое обучение, да, уже защитный шлем радиофицированный. Второго класса защиты, да? Тяжелый, да. Также забрала, да, у него. Забрала, выдерживает 2 выстрела от пистолета Макарова, и шлем выдерживает выстрел со снайперской винтовки, да? Даже. Бронежилет у нас. Что будет? Сломается, забрал. И что, кабут его? Кому? Его. Успеет спрятаться, убежать. Менять позицию, да? Значит, бронежилет специальный, да, бронежилет, значит, да? Данный бронежилет 5-го класса защиты, но сейчас в этом варианте он 6-го класса, да? Вес у него больше 14 килограмм. Значит, да? У него, видите, здесь есть кармашек под аптечку, да? Подсумки под магазины, под гранаты и под рацию есть, да? Вес его около 14 килограмм. Сотрудник вооружается автоматическим оружием, да? И щит. Щит 5-го класса защиты, который у нас... Что, это А как ему? Стой! Давай еще. Аккуратно. Так, ребята, а кто-нибудь скажет, вот интересно вам сейчас или нет? Да. Интересно? У меня в руках медаль «Золотая звезда Героя России». Эта медаль учреждена законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года. Звание Героя Российской Федерации присваивается за
за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Звание Героя Российской Федерации присваивается президентом Российской Федерации единожды. Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия, медаль «Золотая звезда», грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации. Большую часть награжденных составляют участники чеченских войн. Общее число награжденных составляет около 1000 человек. Из них около 400 награждены посмертно. Об одном из них сегодня и пойдет речь в нашем фильме «Герои России». За время службы в органах внутренних дел подполковник милиции Александр Рыжиков выполнил 7 служебных командировок в зону вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Неоднократно поощрялся руководством МВД Республики, имеет правительственные награды, медали и орден мужества. Сказать, что он был одним из самых наших одаренных, самых активных работников. Будучи командиром отряда и замкомандиром отряда, он обучал личный состав по принципу «делай как я». Указом президента Российской Федерации номер 982 от 2 мая 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, подполковнику милиции Рыжикову Александру Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Похоронен в городе Якутске. Память о нем в городе разбит сквер имени Героя России, где установлен мемориальный памятник. Сотрудники ГАИ задержали угонщика, который успел провести на свободе всего несколько часов. В минувшую субботу на пульт оператора 02 поступило сообщение об угоне автомобиля «Нива». К поиску пропавшей машины подключились все наружные службы столичной полиции. К вечеру сотрудники ГАИ заметили похищенный автомобиль, но злоумышленник не захотел добровольно остановиться. Поймать угонщика удалось в районе Мархи. Ориентировка поступила, задержали, гоняли его по Москве. Задержали его, оформили, человек с признаками алкогольного опьянения. А какую автомашину он угнал? Нива, Шевролет. Откуда? Октябрьской. И сколько он по времени катался на ней? Где-то минут 40, наверное. Ну что, у вас претензии какие-то, да, вы жаловаться хотите или что? Уберите камеру, пожалуйста. Уберите камеру, пожалуйста. Им оказался ранее судимый молодой человек. Примечательно, что мужчина освободился из мест лишения свободы в тот же день утром. К обеду пришел в состояние алкогольного опьянения, угнал машину, а вечером уже был в наручниках. Как тут не вспомнить классику? Украл, выпил, в тюрьму. Сотрудникам ПДН 4-го городского отдела полиции выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. Вы продали пиво несовершеннолетнему. Это что такое? Вот сколько у вас много пива? Еще водки вон, смотрите. У вас есть разрешение на продажу пива, водки? На доставку идет. Какое? Кто имеет право? Имеет Вы не имеете права меня снимать, пожалуйста. Что вы это делаете? Вы не имеете права меня снимать, потому что нахуй вообще. Не имеете права. Что делаете, В ходе профилактического обхода территории сотрудниками 4-го отдела, инспектором по делам несовершеннолетних, был выявлен факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему по адресу Покровский тракт, 10-й километр. Значит, сотрудник столкнулся со следующими трудностями, когда производил сбор материала. Значит, продавец категорически отказалась дать объяснение, открыть данный магазин, помещение для обследования, в ходе чего сотрудник ПДН вызвал на помощь участковых уполномоченных 4-го отдела. И в ходе длительного разговора, беседы, все-таки мы попали в магазин, где провели осмотр. В данном помещении находилось более 190 литров алкогольной продукции, которая была в дальнейшем изъята. Гражданка при составлении протокола вела себя грубо, агрессивно. На нее был составлен административный протокол за невыполнение требований сотрудников. Привлечена к ответственности решением мирового судьи в размере административного штрафа 1000 рублей, а также за продажу алкогольной продукции данная гражданка тоже понесла ответственность. На нее было наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Оперативники межмуниципального управления МВД России Якутска продолжают выявлять фирмы по оказанию интимных услуг.
Сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Якутска проводятся мероприятия по выявлению и задержанию лиц, подозреваемых в организации занятием проституцией, а также и самих девушек, оказывающих интимные услуги. В ходе проведения операции «Красные фонари» сотрудниками уголовного розыска столичной полиции были задержаны 3 гражданки, оказывающие интим-услуги за денежное вознаграждение. Данные лица доставлены в Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Якутское для дальнейшего разбирательства. Оперативники 2-го городского отдела полиции надеются на помощь горожан. Сотрудники уголовного розыска просят оказать содействие в установлении личности неизвестной гражданки. Всех, кому знакома данная женщина, просим позвонить по телефонам 8 924 175 62 66, 8 924 366 66 37, 752 250 или обратиться в уголовный розыск 2-го городского отдела полиции по адресу Пирогова 5/1. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энбигин кытары, кампытын кырдалын әнеме, Энмеха битін бір тылы, Эйгін тапты бұл дебетім. Бұста қабыл жанан мен бардым, Қарама түге қэ, Эйхэ бәді хәбіппін, бір тылы доғыру. Аты бар туранын онону, Сибекки тупутын кереспе, Қарағын олара мен борбар, Сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, Қараңа түге қэ, Эйхэ бәді хәбіппін, бір тылы доғыру. Бұста қабыл жалан мен бардым, Қараңа түге қэ, Эйхэ бәді хәбіппін, бір тылы доғыру.